Русская и советская поэтесса, а также художница Анна Темирева-Книпер за всю свою жизнь сменила 3 фамилии. Сафонова, данные при рождении, Темирева по первому мужу, а также Книпер по второму мужу. Но главной фамилией в ее жизни была Колчак. Ей не посчастливилось носить ее при жизни, но она пронесла ее в своем сердце весь свой долгий и тяжелый жизненный путь. Их любви был отведен недолгий срок, всего 2 года рядом с адмиралом, ради которого она оставила семью и бросилась в пекло гражданской войны. 7 февраля 1920 года, когда адмирала Колчака расстреляли, разделил жизнь Анны Васильевны на 2 половины. Их арестовали в 1920 году. Анна Васильевна пошла в тюрьму вместе с Колчаком. Она тоже ждала смерти, но в 1921 году ее отпустили, и она смогла вернуться в Москву. Анна Темирева-Книпер вышла замуж во 2-й раз в 1922 году и забрала сына Володю. Ее второй муж, инженер Всеволод Книпер, терпеливо ждал Анну Васильевну из ссылок и лагерей, пока не погиб в 1942 году. Сын Анны, талантливый художник, был расстрелян в 1938 году. Ему было всего 23 года. Темирева-Книпер сполна заплатила за свою любовь. Ей пришлось пройти тюрьмы Новониколаевска, Москвы, Ярославля, Забайкальские, а также Карагандинские лагеря. В общей сложности в ее жизни насчитывалось больше 30 лет лагерей и ссылок. В промежутках между повторяющимися арестами кем только не работала Анна Васильевна. Она была и библиотекарем, и архивариусом, и дошкольным воспитателем, картографом, вышивальщицей, бутафором и художником в театре. Анна Темирева-Книпер была полностью реабилитирована лишь в 60-е годы. Работала консультантом по этикету у Сергея Бондарчука в его киноэпопее «Война и мир», где сыграла в массовке фильма пожилую дворянку в сцене бала. В фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снялась в эпизодической роли пожилой дамы из тургруппы «Покидающий теплоход». Анна Темирева-Книпер умерла в 1975 году в Москве на 81 году жизни.